Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей эпидобстановке и половодье в регионе на полдень 21 мая. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидситуации и обстановке с паводком в нашей республике. Доброе утро. Ситуация у нас достаточно стабильная по коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных по республике достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. Мы уже с 17 мая фиксируем число заболевших, прирост заболевших за сутки не более 5% по республике. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции, который замеряется Роспотребнадзором, он у нас впервые упал ниже единицы. Это такой обнадеживающий фактор. И второй день подряд у нас число выписанных из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас из больниц республики 43 человека выписано, уже полностью выздоровевших. При этом хочу сказать, что наши лаборатории вышли на рекордный уровень. 4000 с лишним анализов за вчерашний день сделано, если быть точным, 4027. Вот, это абсолютный рекорд. И вот как раз еще раз говорю, что большое количество анализов нам позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Вместе с тем расслабляться абсолютно рано. Вчера своим указом я ввел режим карантина в селе Салбанцы Намского района, где мы видим уже больше 10 человек заболевших, имеющих положительные анализы. Несколько человек мы старшего возраста вывезли в Якутск и в Намцы для дальнейшего лечения. Сейчас там работает бригада медиков. Ну и в целом, еще раз говорю, по просьбе представлению главы района и по следующему представлению главного санитарного врача республики режим карантина в селе Салбанцы Намского района введен. Вот. При этом мы вчера сняли режим карантина на значительной части Чаяндинского месторождения. Карантин остался только в 2 поселках, где размещены обсерваторы и изолятор для тех, кто проходит лечение на Чаяндинском месторождении. На всей остальной территории в связи со спадом и стабилизацией абсолютной ситуации на Чаяндинском месторождении у нас режим карантина снят. Вывоз вахтовых рабочих производится в плановом порядке по утвержденному графику. Поэтому мы считаем, что благодаря действиям и «Газпрома», и его подрядных структур, федеральных органов власти, при руководстве республиканских органов власти всей этой ситуации, мы ситуацию переломили, и достаточно такой серьезный очаг, он у нас на сегодняшний день можно говорить об его ликвидации. Что же касается паводковой ситуации, то она у нас сегодня напряженная является по городу Среднеколымску. Сегодня ночью уровни воды превысили уровень опасных явлений 12 метров, доходило до 12-24, при том, что с учетом дамбы у нас критический уровень по самому Среднеколымску внутри него составляет 12-40. Вот. Но опасные явления уже начинаются с 12 метров, и у нас, например, сейчас взлетно-посадочная полоса аэропорта затоплена. Всю ночь проводились подрывы, в общей сложности 5 подрывов было сделано, израсходовано порядка 4 тонн взрывчатых веществ. Льдина, которая стоит рядом с островом Лабуя, она огромная, она размерами превышает квадратный километр, то есть километр с лишним в длину, практически километр 200, километр 400, и в ширину порядка 800 метров. Вот. В результате подрывов часть льдины все-таки удалось расколоть. Ну и вот сейчас такое постепенное снижение есть, где-то уровень сейчас составляет 12-15, но при этом взрывы будут продолжаться. Сегодня мы еще перебрасываем дополнительное количество взрывчатых веществ в Среднеколымск для дальнейшего проведения взрывов на этой льдине. Уверен, что наши взрывники, та оперативная группа, которая сегодня развернута в Среднеколымске, задача справиться, и после взрывов ледоход двинется, потому что ниже уже заторов никаких нет. В целом вот такая ситуация на всех остальных реках без изменений, ледоход проходит в штатной спокойной обстановке. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке и ситуации с половодьем в регионе на полдень 21 мая. Оставайтесь на нашем канале.
Уровень воды в районе Среднеколымска на 12 часов по местному времени превысил критическую отметку. Он составил 12 метров 27 сантиметров при критических 12 метрах ровно. Администрация уже заготовила 2000 мешков, заполненных песком для организации временного сооружения. На реке Колыме нижняя кромка ледохода наблюдается в 200 километрах ниже города Среднеколымск. Затор у местности Лабуя. Сохраняется она в 18 километрах ниже города Среднеколымск. На месте затора произведено 5 подрывов, израсходовано 3780 килограммов взрывчатых веществ. У населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района чисто. Уровень воды чуть более 6 метров, при критической отметке 7 метров 70 сантиметров. У нас ниже города Среднеколымска на реке Колыма, местности Лабуя, образовался затор. Со вчерашнего дня сделали 5 подрывов. Уровни выше опасных явлений. 12-24 было на 10 часов среднеколымского времени. Сейчас доложили, что на 11 часов произошел небольшой спад, минус 7 сантиметров. Будем дальше работать по взрывным мероприятиям. 4 тонны взрывчатых веществ еще есть, и мы сейчас отправляем с Якутска самолет со взрывчаткой, чтобы, если будет необходимость, дополнительные объемы проведем. Теперь о лесопожарной обстановке. По оперативным данным авиалесоохраны, с начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 18 природных пожаров. За сутки возникло 5 и 2 ликвидировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. На тушение за сутки привлечено 90 человек и 17 единиц техники. На особом контроле находится территория Усть-Алданского района. Там зарегистрировано 2 очага на площади 14 гектаров. К другим новостям. Правительство России представило план страхования медиков, которые заразились COVID-19 на рабочем месте. Так, в случае временной нетрудоспособности выплата составляет 68 800 рублей. В случае смерти медработника от коронавируса члены семьи погибшего получат по 2 миллиона 700 тысяч рублей. Если в результате заражения медработник получит осложнения, которые повлекут за собой инвалидность и невозможность вернуться к работе, единовременные выплаты составят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от полученной группы инвалидности. Претендентам на такую выплату относятся врачи, средний и младший медицинский персонал и водители скорой медицинской помощи. Согласно указа 313 от 6 мая, в случае смерти перечисленных категорий либо врач, либо средний медицинский персонал, младший персонал и водитель скорой помощи получат единовременную выплату 2 миллиона 752 тысячи 452 рубля. При причинении вреда здоровью, то есть наступлении временной нетрудоспособности перечисленных категорий, единовременная выплата составит 68 811 рублей. Для того, чтобы эту выплату получить, необходимо провести расследование работодателю и предоставить необходимые документы в виде справки в региональное отделение. И, соответственно, по этой справке уже будет произведена выплата. Владимир Путин сообщил о рисках снижения доходов аграрного сектора из-за коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что аграриев необходимо поддержать, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. Также, по словам президента, в непростых условиях необходимо сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе. Смежными секторами, которые сегодня в непростых условиях, в которых оказалась и российская мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК. Уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Президент добавил, что необходимо надежно обеспечить собственный внутренний рынок, оценить и использовать те возможности, которые открываются сейчас отечественным компаниям, включая экспорт продукции. Цитата: «Нам нужны высокие темпы в развитии инфраструктуры, социальной сферы села, включая систему здравоохранения, образования, культуры, решения жилищных вопросов сельчан», сказал Владимир Путин. Подготовка к весенне-полевым работам – ежегодная обязательная процедура для жителей сельской местности. По данным Министерства сельского хозяйства республики, в текущем году площадь сельскохозяйственных культур составит 48 800 гектаров.
Финансирование весенне-полевых работ предусмотрено в размере свыше 202 миллионов рублей. 154 миллиона на сегодня уже доведены до аграриев. Оставшиеся средства поступят во второй-третьей декаде мая. Урожай как бы не обещает, но думаем, что план выполним. Вот картофель где-то планируем, может быть, все-таки 100-120 получить центнеров с гектара. Зерно, то, что привозное зерно, если все нормально посеем, то хотя бы, думаем, 14-15 получить. Посмотрим, как покажет себя привозное зерно. В текущем году до сельхозтоваропроизводителей как никогда раньше были доведены средства для проведения весенне-полевых работ. Общий объем по текущему году составляет 200 миллионов рублей. На сегодня доведено 150 миллионов рублей. То есть и до конца мая мы планируем полностью весь объем необходимых средств довести до сельхозтоваропроизводителей. Сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале госуслуг. На 9 часов утра по местному времени туда поступило уже 5160 заявлений по Якутии. Напомним, что выплаты могут оформить семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если средний душевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную на второй квартал предыдущего года. Выплаты будут назначаться с перерасчетом с 1 января 2020 года. 5 молодых семей Алекминского района получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Их выдали в рамках республиканской госпрограммы. Молодая семья Максима и Ольги этого ждали долго, и хоть торжественный момент был не столь многолюден, радости это не убавило. Ждали мы долго. Мы не надеялись даже получить его, пока не стали многодетными. Так сложилось, что многодетные семьи вперед очереди попадают. Слава богу, конечно, что попали мы. Это очень хорошая поддержка, которая действительно поможет нашей семье финансово. Это даже, наверное, не описать словами, как мы ждали этого. Как мы ждали этот момент. Но когда был звонок, мы, правда, не ожидали. Не верилось прямо, что действительно мы попали в эту программу. Все эти программы, кажется, как будто бы не про тебя. Обычно так слышишь, помогает, кто-то получил, а тут вот сами стали героями. Поэтому хотим сказать большое спасибо за такую поддержку. Да. Тем более для многодетной семьи это очень хорошая, на самом деле, поддержка. А не пугает, что сумма все-таки не настолько большая, как хотелось бы? Да нет, конечно. Это все равно безвозмездная помощь. Это даже не кредит, даже не суда, даже просто безвозмездная помощь. Поэтому мы очень-очень рады. Угроза распространения коронавируса все еще существует. Поэтому напомню, что масочный режим в ряде территорий продлен до 31 мая. С конца прошлого месяца он введен в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Алданском и Неренгринском районах. Маски необходимо надевать в общественных местах, в особенности в общественном транспорте. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.